Сегодня день Малгобекского района. Что достигнуто за 26 лет? Расскажем, как прошли праздничные мероприятия. Проклятие ингушских дорог. Сколько еще людей должны попасть под колеса автомобилей, чтобы мы научились ценить жизнь? Благотворительный фонд «Солидарность» оказал поддержку семье Торжкоевых. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня мы впервые отмечаем годовщину со дня образования Малгобекского района. Ему 26 лет. Праздничные мероприятия начались с самого утра. Концерт, выставка промыслов, презентация герба и флага Малгобекского района. Также сегодня в Новом Реданте открылся тепличный комплекс. Обо всем этом расскажет Ирина Сычуева. День основания родного района впервые собрал столько его жителей в одном зале. Культурная программа начинается с просмотра фильма о достижениях и развитии Малгобекского района за последние 26 лет. Доярки сельскохозяйственного предприятия Насыр-Кортская, Республика Ингушетия. Приятным сюрпризом для жителей стал праздничный концерт с приглашенными звездами ингушской эстрады. Здесь на празднике жители Малгобекского района показали еще и новую символику. Вот это является окончательным вариантом нашего районного флага. Вот мы, представляя, как последний из вариантов комиссии, представляли двух видов. Вот в таком виде и в виде, что по центру стоял еще в таком виде, что в центре стоял солярный знак, красный солярный знак, который вам хорошо знаком по флагу нашей республики. Вот здесь в центре. Я бы Малгобекскому району пожелал, чтобы Малгобекский район стал территорией Республики Ингушетия с самодостаточной экономикой, с мощными финансовыми возможностями, чтобы дотационность нашего Малгобекского района в ближайшем обозримом будущем имела символическое значение. Как строитель я прикладываю все усилия для улучшения жизни в нашем районе, для строительства различных объектов, чтобы в будущем подрастающим поколениям жилось лучше, чтобы у них были детские сады, школы. Все жители радостные, приятные улыбки на лицах, все довольны данным концертом. За последние годы в Малгобекском районе построено и введено в эксплуатацию множество социально значимых объектов. Школа, дворец культуры и мясомолочный комплекс в сельском поселении Сагапши, дворец культуры и библиотека в Нижних Ачулках, ФОК и детский сад в Верхних. Это еще не все объекты. Много жителей переселили из оползневой зоны. По программе аварийного переселения граждан из аварийного жилья у нас строится два дома. Это в Южном сельском поселении Южное и Новом Реданте. Два дома культуры, которые планируется сдать в Зязиковюрте и в Новом Реданте в этом году. В честь празднования дня рождения жителям города преподнесли еще один подарок. Агрохолдинг «Экопродукт» по выращиванию овощей открылся в селении Новый Редант. Здесь уже успешно выращивают экологически чистые овощи. Глава Ингушетии отметил, что такие предприятия необходимы нашей республике. Ингушскому покупателю удобнее и выгоднее приобретать овощи местного производства. Я сегодня хочу пожелать успехов этому проекту. Он небольшой проект в масштабах республики, но все равно это хороший, большой проект в масштабах муниципального образования, особенно если брать сельское поселение. Это такой бюджетообразующий. Главе села, главе района надо посчитать в том числе, какие налоговые поступления. Но при этом изучить Министерством экономики вопрос, нужно ли человеку на год, на два дать послабление налоговое. Мы имеем тоже на это возможности. Уважаемый Бехкан Костоев, я бы хотел вас тоже, инвестор, поблагодарить за то, что вы вложили свои деньги именно в свой муниципальный район, в свою республику. А я хочу вам пожелать прибыли. Если у вас будет прибыль, значит, у вас будет интерес работать
и рабочие места тоже будут обеспечены. Строительство объекта начали в 2015 году по инвестиционному проекту. В агрохолдинге «Экопродукт» задействовано 10 теплиц, 2 из которых уже успели дать урожай в 400 тонн томатов. Сорт Paradis Delight отлично прижился к местной земле. На предприятии выращивают овощи только экологически чистым путем, не применяя при этом никакой химии. Только правильная температура, система капельного орошения и любовь к этому делу позволяют получить вот такой красивый урожай. Помимо прочего, здесь планируют выращивать лук, кабачки и болгарский перец. Также на предприятии консервируют овощи. К примеру, гостям представили первое лечо. У нас цены, скажем, в 2 раза ниже рыночных. На сегодняшний день отборные помидоры у нас идут 50-60 рублей. На рынке наши же помидоры, скажем так, перекупщики ставят по 120, по 130 рублей продают. Но у нас есть свой фирменный магазин. В магазине отпускается и в розницу, и оптом. Ориентировочно где-то ожидаем вот на первый момент получить где-то 300-400 тонн. Ну а в будущем предприятие планирует расширяться. И совсем скоро у жителей из соседних регионов появится возможность попробовать экологически чистые овощи родом из Ингушетии. Рина Цычуева, Рахман Цуров. Новости 24. Статус муниципального Малгобекский район получил только в 2009-м. Тогда же в его составе было образовано 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения. За последние годы здесь построено и введено много социальных и культурных объектов, среди которых предприятия, школы, детские сады, дома культуры и спорта. Репортаж Лейлы Гайсановой. Малгобекский район динамично развивается. Каждый год открываются новые объекты, а его экономическим потенциалом интересуются инвесторы со всего мира. Последние 7-8 лет в республике построено очень много промышленных площадок. Их как минимум 3 в республике, я знаю. Одна из них в Малгобекском районе. И уже вокруг этой промышленной площадки уже создаются конкретные предприятия. Все они являются инвестиционными. Визитной карточкой района всегда был завод «Очелки», который сейчас расширяется. Его открыли в начале 20 века. В течение столетия здесь изменилось абсолютно все, в том числе и технология производства. Производительность этой линии 36 тысяч бутылок в час. Это бункер, в который засыпается приформа. Из этого бункера приформа поступает на выдувную машину. Скорость этой выдувной машины также 36 тысяч бутылок в час. Заметный импульс к развитию получил и агропромышленный комплекс. Местная власть уверена, что молоко стало брендом Ингушетии именно благодаря им. Сдан в эксплуатацию в 2014 году. Он построен за счет бюджетных средств. Однако у нас в республике первая практика была заключение частно-государственного партнерства, это соглашение о частно-государственном партнерстве. И сам комплекс он был передан частнику, то есть инвестору, который вложил более 200 миллионов рублей. И сегодня у нас есть прекрасный комплекс. Во всех 3 селениях Ингушетии раньше радовались бы хотя бы одному спортзалу. Сейчас у местных жителей есть возможность заниматься в самом современном ФОКе. Он построен в селении Верхние Очелуки. В районе планируется открыть еще один спорткомплекс. Огромный объект, где занимается большое количество детей. В селении Нижние Очелуки такого объекта пока нет, но зато его жители могут похвастаться новым домом культуры плюс большая библиотека по соседству. В основном у нас здесь краеведческая литература, есть познавательная литература, то есть различные справочные издания «Я познаю мир», там, чтение с увлечением, ну и так далее. Есть у нас и зарубежная литература. Студия, хореография, библиотека – это не весь список достижений в ДК в сельском поселении Сагапши. Торжественное открытие культурного центра состоялось в День Республики. Образованию и развитию молодых людей в районе стараются уделить отдельное внимание. Очень важно, чтобы дети воспитывались в лучших условиях. В Малгобекском районе строят детские сады и школы. Так, образовательные учреждения построены в сельских поселениях Сагапши и Нижние Очелуки, а в верхних появился новый детский сад. Район многонациональный, все его жители живут в мире и согласии. Например, в Акиюрте проживает более 1000 человек, большинство чеченцы. И сами жители считают себя одной большой семьей. Теперь родственники могут добираться до них по новой дороге.
وباس قزجر غلابو نوشيبو واش بس بولش عيش توطا قزع دونش داس تمش داس وني ديكن دعوتوش توطا Много славных дочерей и сынов ингушского народа выходцы из Малгобекского района. Среди них политики, спортсмены, художники и даже доярки. Герой труда Марем Богатырева отдала работе с животными большую часть своей жизни. Ее труд не остался незамеченным. Звание Героя труда Российской Федерации присвоено Богатыревой Марем Камбулатовне, доярки сельскохозяйственного предприятия Насыр-Кортская, Республика Ингушетия. Жители гордятся своим районом. Здесь поднимают промышленность, строят дороги, открывают новые объекты. У района есть свой герб, флаг и экономический потенциал. Лейла Гайсанова, Новости 24. Регистрируемая безработица в регионе сократилась с 22 до 11%. Региональные власти планируют снизить этот показатель до конца года до 9%. Благодаря федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Ингушетии» создано более 7 тысяч рабочих мест. В республике до конца этого года введут в эксплуатацию 25 объектов, за счет открытия которых будут созданы более 6 тысяч рабочих и ученических мест, а также 630 мест для дошкольников. Благодаря поддержке федерального центра и усилиям руководства региона в Ингушетии построят 6 школ, профтехучилищ, 6 жилых домов, в том числе для вынужденных переселенцев из Чечни, 2 объекта инженерной инфраструктуры, 3 детсада, 6 домов культуры. Кроме того, запланирована сдача нового спорткомплекса. Накануне в первом микрорайоне Малгобека произошло дорожно-транспортное происшествие. 4 человека погибли, еще 2 серьезно пострадали и сейчас находятся в больнице. По предварительным данным, на автодороге столкнулись автомобили Mercedes-Benz класса Гелендваген и ВАЗ-21099. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении по факту аварии уголовного дела. На месте сейчас работают эксперты, которые выясняют подробности ЧП. Индира Манкиева. Сюжет в деталях. 5 молодых людей, друзья детства, вместе окончили школу, а после кто-то стал спортсменом, кто-то поступил в вуз, а кто-то собирался в армию. Но, увы, жизнь 4 из них оборвалась в 1 секунду. 5-й лежит в малгобекской реанимации в тяжелом состоянии. Все это причина страшного ДТП, произошедшего накануне. Вот оно, то самое место, где и произошло столкновение. Водитель 99-й направлялся в сторону города, а вторая машина, наоборот, выезжала. Учитывая тот факт, что недалеко от этого места находится лежачий полицейский, водитель Гелендвагена не успел бы набрать такую скорость, чтобы удар получился настолько сильным. Но мощность столкновения была таковой, что 99-ю отбросила в сторону обочины, а Гелендваген, опрокинувшись на бок, проделал расстояние в 28 метров. Осколки разбившихся машин до сих пор лежат у дороги. Как напоминание остальным водителям: не спешите, здесь оборвалось сразу несколько жизней. ДТП произошло вечером, примерно 8 часов. За рулем 99-й был 22-летний Адам Коригов, а Гелендваген вел ГАГИ 84-го года рождения. Оба водителя сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Эксперты теперь выясняют подробности ЧП. Назначены автотехническая экспертиза, судмедэкспертиза. После окончания судебно-медицинской экспертизы следственных действий нарушение водителя ВАЗ-099 будет установлено. Пока сейчас проводится проверка. Мы все знаем, дорожно-транспортное происшествие произошло по встречным направлениям. Насколько сильным было столкновение, можно определить невооруженным взглядом. Картина страшная. Автомобили превратились в груду металла, словно пропущенную через мясорубку. Сейчас оба автотранспорта находятся на стоянке Малгобекского районного отделения ГАИ. После дорожно-транспортного происшествия автомобили доставлены на штрафстоянку МОМВД России Малгобекский для выяснения всех причин обстоятельств. По данному факту ведется проверка следственным отделом МОМВД России Малгобекский. В результате одного ДТП пострадало 6 человек. Для 4 эта автокатастрофа обернулась летальным исходом. У каждого из этих молодых людей были амбициозные планы на жизнь. Их семьи возлагали на них большие надежды. Семья Султыговых похоронила сегодня единственного ребенка. В глазах Курейши Султыгова отражается вся боль отца, потерявшего любимого сына. Малгобеке да доадыр тхадар бе новости он ще одноклассник во ерево а новости бу кез а сашу бак каблос дог дихайса во дихер дак деш не атлиш нах
Адам Корига, водитель 99-й, сейчас лежит в реанимации. Выезжая вчера вечером с друзьями, он и подумать не мог, что буквально через 10-15 минут окажется в таком состоянии. Аппараты жизнеобеспечения помогают ему дышать. Частые визиты врачей и переживания родных. Парень все еще не очнулся. Поступил вчера с места ДТП в тяжелом состоянии, с тупой травмой живота, с обширной забрюшинной гематомой, с разрывом, с тяжелым разрывом печени в проекции 7-го сегмента. Больной оперирован. Все необходимые мероприятия лечебные, вся необходимая помощь на данный момент ему оказана в полном объеме. На сегодня он тяжелый, стабильный. Молодой человек сейчас буквально борется за жизнь, но кроме физических травм, какой будет травма душевная у человека, потерявшего сразу всех друзей? По предварительным данным следствия, в случившемся ДТП виновен именно Коригов. На дорогах Ингушетии ежедневно погибают люди. Национальная катастрофа набирает обороты. Чаще погибают молодые здоровые парни, которые должны были стать опорой для своей семьи и народа. На каждом собрании, праздниках, сходах граждан и фамильных встречах старейшины, политики и активисты просят молодежь учиться быть терпеливее и начать соблюдать правила ПДД. Ведь пара выигранных секунд просто не стоит такого риска. Шортик лил, мы аварис. Вейн томбелчана, так хамундо такачадат вейн ханвейн токачлат дохам. Вей замкам да коммебиу кагишна. Арми водж варёх яс вешво. Кwan таганёха. Ай комбитиха. Кагинах лорбал безжох. Машин яшки. Машин аког мутабу дают. В тот же вечер произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. При выезде в Мага сбили пешехода. 20-летняя девушка чудом осталась жива. На этом участке нет нормального освещения, светофор тоже не работал, что и послужило причиной ДТП. Каждый риск на дороге в конечном итоге возвращается бумерангом. Прежде чем нажать на педаль газа, каждому водителю пора задуматься, готов ли он попрощаться со своей жизнью или нести бремя виновного в смерти других. Индира Манкиева, Тимур Карахоев, Новости 24. В федеральном правительстве рассматривают вопрос проведения очередной всероссийской переписи населения с 1 по 30 октября 2020 года. Планируется собрать официальную информацию о численности и составе населения России в целом, отдельно по субъектам, муниципальным образованием, в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Последняя перепись состоялась в октябре 2010 года. По этим данным население республики составило 412 529 человек. Больше половины из них – это сельчане, почти 255 тысяч человек. Ну а количество горожан составило около 157 тысяч. Женщин в регионе на 9% больше, чем мужчин. Количество трудоспособного населения составило более 93,5 тысяч человек. Благотворительный фонд «Солидарность» помогли семье Торшхоевых, обеспечили пластиковые окна и необходимые строительные материалы. Напомню, что фонд был создан по инициативе главы региона и при содействии работающего населения республики. Репортаж Жаридат Халухоевой. Жить в ветхом и непригодном для жилья доме без элементарно благ цивилизации равносильно тому, что и вовсе не иметь кров. Семья Торшхоевых об этом знает не понаслышке. Они уже 20 лет живут в бараках Далаково с обветшалой крышей и продуваемыми со всех сторон окнами. Но сейчас они строят новый дом, о котором с радостью рассказывает Хадишат Торшхоева. Несколько спален, кухня и ванная. Для семьи это начало новой жизни, признается она. Хлам алды хамди поддержкер тонцар. Хознов остылдар тон. Что елар да ела, что кенку ши цамди атухчин да могу живот чхан. Энват халя. Строить дом помогали родственники, но в основном Торшхоевы справляются собственными силами. Но все расходы, конечно, семейный бюджет не тянет, поэтому семья обратилась в фонд «Солидарность». На просьбу о помощи отреагировали тут же. На место с проверкой выехала комиссия. Торшхоевым помогли с окнами и строительными материалами, необходимыми для строительства крыши. Здесь еще много незавершенных работ, но мечта зажить нормальной жизнью в теплом и уютном доме для
для семьи наконец стало осуществимо. В течение месяца мы справились с этой задачей. И вот, как мы видим, сейчас поставлены окна и красивая крыша над головой. И сам Имран тоже старается что-то сделать, работает, подрабатывает. Благодаря ему нам легче помочь людям, если люди стараются, работают, что-то делают, несмотря на свои условия. Вот тогда в направлении фонда легче нам принимать решения или помогать людям. Переехать в новый уютный дом в скором времени сможет еще одна семья. Оказавшись в непростом положении, Илиевы обратились в фонд с просьбой помочь приобрести кровлю для дома. Но так как в списках фонда более 1500 нуждающихся семей, очередь затянулась. И на тот момент, как помощь до них дошла, Илиевы уже своими силами положили крышу. Но все же в фонде не остались в стороне. Они просили у нас помочь им взять какую-нибудь часть работ по дому, и мы, фонд «Солидарность», взял на себя заботы именно по установке, закупке и установке окон для дома, чтобы уже после чего семья уже сможет внутренние работы проводить, отопление и так далее, дом уже будет, по крайней мере, закрыт. И вот взятое на себя вот это обязательство нами было исполнено, мы закупили, установили окна для этого домостроения. За 2 года, что благотворительный фонд ведет свою работу, помощь получили более 200 семей. Каждому обратившемуся помогает в порядке очереди по конкретным направлениям. Кому-то проводят отопление, другим возводят стены, а третьим кладут крышу. Все работы ведутся за счет добровольных пожертвований. На сегодняшний день помощи от фонда ожидают еще порядка 1000 малоимущих и многодетных семей. Жарайдат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Напомним, боец из Ингушетии Абубакар Мистоев одержал досрочную победу нокаутом над Алексеем Махно на турнире по смешанным единоборствам М1 Челлендж 85 в Москве. На второй минуте первого раунда он выиграл техническим нокаутом. Это уже его 6-я победа в рейдже. За ходом поединка из ложи почетных гостей наблюдали глава Республики Нузбек Евкуров, депутат Госдумы от Ингушетии, известный меценат Алихан Харсиев, постпред Алихан Цычоев, президент международной компании М1 Глобал Вадим Финкельштейн. Руководитель региона лично поздравил Мистоева с яркой победой, пожелал ему дальнейших успехов в спорте. Напомним, что в турнире М1 Челлендж 85 принимали участие бойцы из США, Бразилии, Испании, Германии, Голландии, Украины и Франции. Я хотел подраться за пояс. У нас уже есть 2 пояса. И сейчас в следующем турнире, я думаю, будет 3-й. Я бы хотел забрать 4-й пояс в нашу республику. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддерживал меня всячески, помогал готовиться к этому бою. Большое спасибо. Хочу передать привет моей малой родине Хурикау. Знаю, что сейчас они все смотрят, переживают. И хотел бы посвятить этот бой своему дяде Вагапу Кюре. Он не дожил до этих дней, но он очень хотел побывать на этом турнире. Спасибо. Завораживающий по своей красоте прыжок показали парашютисты в небе над Аризоной. Чтобы сложить в воздухе удивительные фигуры, 217 парашютистов со всех концов земли долго тренировались. Кстати, в их числе были 30 скайдайверов из России. Это только с виду кажется, что люди парят в небе легко, совершая трюк с живым узором, да еще и не одним. На самом деле все не так просто и не так быстро, но, судя по всему, прыжок удался. Благодаря тому, что команда выступила как единый и сплоченный коллектив. Впрочем, лучше посмотреть и восхититься. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.